Снасть у меня самая простейшая. Самодельная. Из полторашки такой груз прикрепил. Но груз легкий вообще. Такая кормушка. Покупная, конечно, лучше. Но и на самодельные тоже хорошо ловится. Если есть где рыба. Так. Так зацепляю. И все. Вот такие дела. Астелен. Сейчас пойдем. Раньше вдоль реки так по песку идешь, а пескарей их сотни, тысячи штук, мальков всяко разных. А сейчас ни одного не увидишь. Вообще ничего нету. Пустая река. Где-то в глубине еще есть рыба, а так. Летний период. Ну, я не вижу рыбу. Мальков вообще нету почему-то. Хотя не рестится рыба. Вот так. Пошли. Где-то надо подняться. Блин, берег вообще ужасно крутой. Так. С рыбалкой у меня аппетит разыгрался. Тут немножко картошки. Сковороду закинул. Пожарю. Там консервы еще есть. Пожарю с консервами. И пока все это дело будет жариться, я граблями буду убирать территорию. Потихоньку буду собрать эту траву в куче. Два в одном. Буду готовить и буду работать.
Ну что, обычная жареная картошка с тушенкой и лук еще добавил. Ну и по вкусу соль. Пусть жарится. Мы продолжаем работать. Эти кучки, что я собрал, раз, два, три, там четвертая. Ну и за домом я уже убрал. В принципе, осталось-то это 4 охапки взять и унести куда-нибудь в лес, подальше от избы. Потихоньку, ребят, начинаю я собирать вещи. И думаю, сейчас мы покушаем плотно и будем закругляться. В принципе, сегодня достаточно. Так, что тут так запутался опять, не понимаю. Такая доночная снасть, в принципе, тоже уловистая, но вот сегодня просто вот не попали, видимо, на место такое. Так, вот тут все запуталось у меня капитально. Так, ладно, сейчас я выключу, буду матюгаться, на камеру уже не буду. Сейчас удочки у меня все лето в кабине будут. Где тогда будем рыбачить? Или сюда приедем, будем рыбачить или же еще куда поеду? Вешалку надо думать. Думаю, уже все готово. Аппетитно, жирно все выглядит. Очень вкусно. Это, как всегда, не жаркое, а просто в народе эта бурда называется распроеб. Ну, когда жидкая картошка, ну, картошка с консервами, блюдо получается жидкое. Даже больше воды, если добавить. Ну, все готово. Будем считать, что будем обедать. Беру такие консервы, вот, люксовские. Свинина тушеная люкс, Йошкар-Ола. Очень вкусная, нормально. Смотрите, углей сколько. За целый день такие угли там, если шашлыки жарить. Вот это угли там. Вообще офигенные. Ну иди, Тулан, иди. Все останется. С хлебом я тебе такую тоже бурду сделаю. Все я это не съем. Тут очень много. Так, ложка пань, кошка кам. Ложку забыли.
Кань, кошка, кань. Ложка, пань, дай кошка, кань. Кошка, кань, дай ложка, пань. Подсырела. Так, Тулан, давай потерпи чуть-чуть. А? Потерпи, сейчас я съем. Все нехорошее, что останется, я тебе дам. На, гуляй. Сейчас попробуем, что получилось. Обычная тушеная картошка с тушенкой. Очень вкусно. Да. Короче, ребят, я сейчас поем. Нормально. Без базара. Сковорода, мне это очень понравилось. Что на первой избе, что на вторую избу прикупил. И домой сейчас еще третью сковороду прикупил. Таких средних размеров. Не подгорает. Быстро нагревается, между прочим. Очень быстро нагревается. Картошку, когда жаришь, она становится румяным. Румяным становится и не подгорает. Короче, я ем. Ну-ка уйди. Уйди. Там у меня много картошки еще осталось. Как будто хочется есть, но слишком жирно получилось. А жирное я особо так не употребляю. Когда прям очень жирно. Ну, с хлебом разбавил, воды добавил. Такой супчик для него получилось. Миска вообще удобная для него. Это в Светофоре я брал. Там за копейки такие посуды пластиковые продают. Зимой, конечно, они лопаться будут, но пока пускай так будет. Вот так подкрепились, потому что дорога еще длинная, не поймешь, когда ты доедешь. Это не от тебя зависит, как там машина будет. Всяко разные ситуации попадаешь. Осенью, когда буксуешь, там, тоже сядешь, там надо домкратить. Одно колесо, второе не едет. 4 колеса бывало, там на домкрат поднимал, там подкладывал. Всяко разное бревна. Ну вот, еще дома поужинаешь и будешь отдыхать. Набегался сегодня. Я сейчас чаек попью и все уже угорел. Почистил рыбу.
Тут, короче, 13 штук. Ну, и одну рыбину я дал. Он уже слишком маленький был. Ну, вот такое маленькое жаркое будет у нас. Ведро, конечно, большое, но это, чтобы наполнить, много придется сидеть. Так. Ну, сколько воды залетело тоже в избу. Жужжат. Ладно. Поход заканчиваем. В принципе, хотел тут я отдохнуть, но комары, блин, помешали. Хотел полежать немножко. Не получилось. Дверь, наверное, также открытым оставлю. Пускай продувает. Все. Ну что, тут в принципе в порядке все. Костер там скоро потухнет, в общем. Хороший поход, в принципе, получилось. Неплохо отдохнули. Поработали, отдохнули. Чтобы чисто отдохнуть у меня все равно никогда не получится. В любую избу я еду, что на первую, что на вторую. Все время что-то я делаю. Вот это в будущем году все уйдет. Тот столик. Вот такая картина сейчас на данный момент. Много еще надо скосить. Но это уже в следующий поход. Всю территорию скосим. Где-то в числах. Ну, в середине, может, в середине июля все это дело у нас начнется. Примерно 3 дня мне понадобится, чтобы здесь один день вот территорию все убрать. И хотя бы в этот же день печку разобрать. Если получится печку разобрать, в следующий день приехать, венцы поменять, там полы разобрать, венцы поменять. Это уже, считай, второй день уйдет. На третий день, думаю, уже полы там стелить. 3 дня минимум. Меньше не получится. Это если не спеша, так спокойно все делать. А как получится, фиг знает. Бревна крупные, большие. Все это надо оттуда вытаскивать. Вот эти 2 бревна. Это бревно. Эти 2 бревна уже все. Они уже больные. Они больные уже с плесенью. Да ладно. Сделаем, что сможем. Рано или поздно должно это было случиться. Древесина, она гниет. Хоть как ты. Что ты делаешь, все равно будет гнить. В бане там крыша тоже уже все. Где баня, наверное, думаю, там рубероид. Поэтому еще терпимо. Ну да, рубероида. Вот эти доски уже все. В принципе, она мне ни к чему, эта баня. Трудился я это в одиночку, это все делал. Блин, такое желание вот было, что ни от кого помощи я не ждал. Все, один делал. Эта баня стояла вон там. Еще дед построил там, где первая изба была. Ну, первая изба вот эта. Этот амбар там был, стоял. Вот здесь мы жили, это, считай, изба была.
3 на 3. Потом уже после армии я поставил вот эту избу. Но уже дед перестал ходить в лес. И я оттуда эту баню вот сюда в одиночку все, эти бревна вот перетаскивал вручную. Один поднимал на мох. Ради чего все это я делал, старался. Пару раз, наверное, помылся в бане еще. Ну, не хочется мне просто вот. Желания особого нету. Не гурман вот этого банного дела, чтобы вот мыться там каждый раз, париться. Хотя баня по-черному, хорошая баня. Да. Вот так все меняется в жизни. Раньше стремился все как-то, сейчас все забросил. Там, сям. Пока есть возможность и желание, надо хотя бы эту избу как-то до ума довести. Пока есть дорога, чтобы стройматериалы сюда привезти. В принципе, вот все равно вот сюда меня тоже тянет. Горбыль бери не хочу у нас. Вот может до осени что-то тут хотя бы предбанник, крышу поменять эту, горбылем постелить. И здесь для дров такой вот навес пусть будет, что ли. Больше ни к чему он. Все равно я здесь мыться не буду. Раньше неделями я здесь жил. Неделю там, 3, 4, 10 дней. А сейчас все время на технике, да и времени особого так свободного и нету. Но если будет время, я на машине или на лодочном, на лодке то есть приеду. Может на мотоцикле. Ладно, в первую очередь отремонтируем эту избу, а там посмотрим, что дальше. Баню ремонтировать или же фиг знает. Главное вот эту плесень выгнать отсюда, если получится. Короче, ребят, я собираюсь, поедем. Тут у нас вещей не так много. Пила, косилка, там запчасти, домкрат речный обязательно. Речный. Без речного домкрата я сейчас никуда. В любой поход я речный домкрат всегда беру с собой. Туда, пошли. Пусть пока побежит. Ладно, изба. Одним словом, встретимся в середине июля где-то. Примерно так. Ориентировочно. Там посмотрим, как получится. Вот, смотрите. Это здесь, это от овода, смотрите, следы. Они тут тусовались, я не знаю, что тут они... Много их было тут. Сидели вот здесь, возле плафона. И здесь у них вот это... Какая-то фигня покапала, короче. Вот такие делишки. Так, топливо есть.
Где ты, пацан? Где ты, пацан? А? Сулан, ты смотри, хочет залезть. Хочет залезть. Высоко. С кабину чуть позже возьму. Мне надо еще грузиться. Опасный участок-то. Здесь объедем. Хитрая дорога, одним словом. Хитрая дорога тут. Фу. Она потеряла, он уже впереди, оказывается, шел. Ну вот. Ну тут уже нормально. Попробую посадить сюда Тулана, если захочет. Тула, лок, локса, лок, локса, лок, локса, все, давай. Все, решился, пускай сидит. Тут уже половина пути осталась. Хорошее. Куле. Хорошее место для рыбалки тут. Многие сюда приезжают. До сюда дорога более-менее еще. На УАЗике можно доехать. Глубоко тут. Здесь язей ловят в основном. Ниже на поворот там еще подлещики попадаются. А выше уже лещ, подлещик уже не поднимается. Вот до сюда. Граница какая-то для них. Вот здесь еще вот можно поймать, если удастся. Вот такие дела. Ну что еще добавить? Вроде и нечего, ребят. Сейчас мы дальше поедем. Хочу также, как всегда, сказать всем большое спасибо, кто смотрит мои фильмы. Ждите очередной поход. А сегодня все. До новых встреч. Так, Тула, у тебя изо рта капает. А, слюны текут. Вон на губах там вражин кровососет. Этот. Ну-ка. Блин. Кровопийца этот овод. Ладно, ребят, поедем. Все, Куль. Вот такой, два.
ложись. Устал тоже за целый день. Набегался. Все, скажи всем пока. Радостная морда у него. Довольная морда.